Ну, мероприятие очень важное, символичное, потому что вот это судно, хотя оно и является копией, оно все-таки является точной копией, да, и как раз оно возвращает нас и всех, кто когда-либо заинтересуется вот этим судном, к временам более, почти 300-летней давности, к легендарной экспедиции Витуса Беринга, которая, наверное, в истории вообще науки мировой нет такой экспедиции второй, задачей которой была очень грандиозная. Это открыть земли на востоке, найти, узнать, есть ли пролив между Азией и Америкой. Вот эта экспедиция включала тысячи человек, которые прошли через просто невероятные тяготы жизни, но стремились принести во славу нашего Отечества вот эти вот новые данные в различных отраслях научных знаний. Это были и этнографы, и географы, и историки, и биологи, и, конечно, военные, которые здесь, в Якутске, строили корабли, шли на Охотское море. И сегодня вот это судно, установленное здесь на территории Якутского музея, оно дает возможность соприкоснуться к этой богатой нашей истории и еще раз понять о том, что Якутск – это форпост освоения, это важнейший пункт изучения огромных пространств Арктики, Дальнего Востока, Америки. Мы на борту реплики исторического судна «Дубль-шлюпка Якутск». Уже много раз говорили, да, сегодня. Сразу надо объяснить название. Дубль-шлюпка – это значит в переводе на современный язык «двойная шлюпка». Вот, в терминологии морской 18 века было очень много английских заимствований, и вот слово «дубль» тоже как бы позаимствовали. Есть прям распоряжение Адмиралтейства о постройке дубль шлюпок вдвойне обычных шлюпок, которые у морских кораблей бывают. Как бы дословная цитата. И вот это был очень популярный тип судна в 30-е и 40-е годы 18 века. Вот активно, например, на Черном море их строили для русско-турецкой войны, которая проходила примерно в одно время с Великой Северной экспедицией. Там где-то 400, по-моему, кораблей такого типа на Черном море было построено, а в Сибири 3. Первое в городе Тобольске, дубль-шлюпка «Тобол», в Якутске дубль-шлюпка «Якутск» и в Охотском порту дубль-шлюпка «Надежда». Вот они были примерно все однотипные, то есть вот такого вот размера, таких обводов, с примерно таким мачтовым вооружением парусным. Но самое главное отличие вот современного судна от исторического прототипа — это то, что вот современный вот этот корабль, на котором мы с вами находимся, он парусно-моторный. То есть здесь мотор есть, в отличие от 18 века, где с моторами была напряженка, да? Да, и еще отличие одно, которое обязательно надо сказать, это в количестве экипажа. Вот у этого судна постройки 2016 года максимальный экипаж 14 человек. То есть вот максимально сколько может находиться в походе здесь 14 человек. А в 18 веке экипаж под командованием Василия Пранчищева, первого командира этого корабля, был 45 человек. Списочно он известен, прям с именами. Вот как они здесь размещались, современному человеку понять сложно. Вот, собственно, нос, на котором я стою. Здесь самая главная вещь корабля расположена, это вот такой вот колокол корабельный, по-морскому рында он называется. Вот специально в 2016 году сделали эту рынду, видите, тут написано историческое название Якутск, и 1735 год — это год спуска исторического Якутска на воду. В мае 1735 года его спустили на воду здесь вот в городе Якутске. Также здесь расположено вот устройство для поднятия якоря, вот с таким ганшпугом. И бушприт — это часть мачтового вооружения, на которое вот передние паруса ставились. Вот под палубой здесь расположен так называемый форпик. Вот здесь вот
Люк открыт, нет? Открыт, да. Нет, это, собственно, трюм корабля. Здесь команда не обитала. Это такое хозяйственное помещение корабля. Здесь различные, ну, снаряжение, да, хранилось. Вот это, ну, условно можно назвать каютами. Вон каюта. Современная каюта, она рассчитана на 4 человек, то есть там 4 койки. Спуститься можно? Нет. Очень низкий потолок. Высота там где-то 150-160 сантиметров, то есть, ну, современный человек, ну, практически не помещается. На историческом судне, скорее всего, по-другому это помещение выглядело. Там, скорее всего, не было никаких коек. Моряки спали в гамаках, скорее всего. Они небольшого роста были. Ну, например, Петр I, старший современник вот этого судна, он был 2 метра 4 сантиметра. И ему на суднах такого типа было, наверное, ну, как бы сложно, да? Далее у нас главное помещение вот современного корабля, это, ну, собственно, можно назвать кубриком, да? Или кают-компанией. Здесь тоже место на 4 человек, а также камбуз, то есть корабельная кухня, и стол, ну, кают-компании расположен. Он чуть-чуть попросторнее помещение. Опять же, на историческом судне, скорее всего, тоже никаких там вот этих вот удобств в виде коек не было. Здесь вот на палубе лежит шлюпка. Шлюпка не историческая, надо сразу сказать. Шлюпка современная, сделана вот для съемок фильма. Оригинальная дубль-шлюпка, у нее в комплект входил елбот, то есть такое судно чуть-чуть, ну, примерно такого типа. Ну, на елбот, по-моему, мачта может ставиться, а это просто простая шлюпка. Здесь вот теперь обратите внимание на борта. Помимо парусного вооружения, у шлюпки были еще, у дубль-шлюпки были еще весла. Здесь 9 пар весел с каждого борта, всего 18. И, собственно, вот если присмотреться, весла, они вот тут вот лежат по бокам. На историческом судне было где-то, ну, собственно, 18-20 гребцов. Это половина экипажа. Вот, собственно, были гребцы, а гребцами были солдаты Тобольского и Якутского гарнизонных полков. Каждому экипажу по 20 солдат было приписано. Да, тут еще вот пару слов надо сказать о парусном вооружении. У дубль-шлюпки 2 мачты. Первая вот там вот впереди грот мачта, то есть основная, и задняя это полумачта, ну, бизань ее можно назвать. У дубль-шлюпки был один прямой парус на грот мачте, и остальные паруса были гафельные, то есть не ну, напоминает парусное вооружение яхт современных, но на современных яхтах паруса треугольные, а вот у дубль-шлюпок паруса были прямоугольные. Это прозаическое, значит, помещение корабля, по корабельному называется гальюн. Тогда, скорее всего, не было. Не было, конечно. Это современные удобства. А это машинное отделение. Тут тоже ничего не было. Машинное отделение и баки для топлива на 1000 литров, по-моему. Вот дизель там рассчитан. Отличие этого судна от большинства крупных кораблей — это не то, что у него не было штурвала, а был только румпель, который присоединен к рулю вот там вот, и, собственно, вот таким образом дубль-шлюпкой и рулили. Ну и вот это современные, как бы, органы управления тоже связаны с управлением мотором. И такая вот капитанская каюта, самая главная каюта на корабле, кормовая, самая просторная и большая, ну, собственно, капитанская. Для дубль-шлюпки Якутск тоже очень важная, поскольку первый командир этого корабля Василий Прончищев, он был с женою, собственно, и вот, скорее всего, они размещались в кормовой каюте. И вот здесь вот много людей точно не размещалось. Первый вот корабль, который построили в Якутске, это был Иркутск. До того, как Беринг приехал. Когда Беринг приехал, тут построили дубль-шлюпку.
Хотя везде пишут, что А она планировалась, потому что дубль шлюпка, и Ашпанберг что-то сделал. напутал. Ну, может, он не хотел как бы заморачиваться. Что-то, короче. Ну, короче, ему объявили выговор по этому поводу. Шпанберг мужик тоже такой. Да, он был Своенравный. со странностями. 2 дня назад подписали По вторую серию про Беринга. фильму. Да. М. На воде вот это смотрелось. Ну, она смотрелась бы, но я боюсь, если ее спустят на воду, то она на воде там и закончится. Ее обратно не вернут. А так бы хорошо бы, если бы на ней ходить. Ну, кстати, ее надо ремонтировать очень жестко. Там Да. обшивка Музей таких специалистов и переделывает. денег нет. А в другом месте есть? Поэтому я хочу просто поздравить нашу республику, наших якутян с тем, что у нас появился такой важный объект для познания своей истории. 7 футов под килем нашего судна, и мы надеемся, что она не будет стоять при коле здесь территории музея, а будет плавать по реке Лена и учить патриотизму и речному морскому делу нашу молодежь.